Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Раченко и коротко о главных событиях. Утро началось с очередного пожара в многоквартирном доме в Якутске. Огонь унес жизни 2 человек. Упрощенный порядок получения инвалидности продлили. Теперь мера поддержки будет действовать до октября этого года. Снова проходить врачей, собирать дополнительные документы и справки будет нет. Танцевальный ансамбль «Росинка» в Ленске отметил 35 лет. Юбилейный концерт стал первым крупным мероприятием с начала пандемии. По сцене эмоциям соскучились не только танцоры, но и гости, которые пришли поздравить и поддержать их. Очередной пожар в многоквартирном доме в Якутске унес жизни 2 человек. Дознаватели МЧС России устанавливают причины трагедии. Согласно оперативным данным, сегодня в 6 часов утра поступило сообщение о пожаре в 2-этажном многоквартирном доме по улице 50 лет Советской Армии. Огнеборцы прибыли через 4 минуты. На момент прибытия первого подразделения горела одна из квартир на 2-м этаже. Из дома было эвакуировано 30 человек, из них 5 детей. В ходе тушения обнаружены тела женщины 1939 года рождения и мужчины 1956. Огнем повреждены 2 квартиры и коридор на 2-м этаже общей площадью 39 квадратных метров. В тушении было задействовано 12 единиц пожарной техники и 62 человека личного состава. Воспитанники детского сада «Прометейчик» в Якутске заболели острой кишечной инфекцией. Накануне поступило 11 экстренных извещений с диагнозом от воспитанников ясельной группы. Ее работа приостановлена. Кроме этого, далее предписание о закрытии на санитарный день всех 4 групп детсада. Также в здании должны провести заключительную дезинфекцию. Началось санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого были отобраны пробы воды, готовых блюд и смывов с инвентаря на лабораторные исследования. Также пробы отобрали у сотрудников детсада. Дано предписание на отбор проб у всех детей из данной группы. Заболевшие дети до 2 лет. У всех детей наблюдается легкая клиническая картина. Это 1-2-кратная рвота, повышение температуры до 37,5, гиперемия, зева. На сегодняшний день госпитализированных нет. Эпидрасследование и проведение противоэпидемических мероприятий нами продолжается, и ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. К другим новостям. Премьер Михаил Мишустин сообщил о продлении до 1 октября 2021 года упрощенного порядка получения или продления инвалидности. Напомним, временный формат вводился в апреле прошлого года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как заявил премьер, людям по-прежнему не нужно обращаться в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы продлить или подтвердить инвалидность. Поликлиники и больницы сами передадут необходимые документы. Без личного обращения будут назначаться и меры поддержки, предусмотренные для людей с ограничениями здоровья, пенсии и средства реабилитации. Кроме того, по поручению президента правительство вводит упрощенный порядок освидетельствования тех, кто оформляет инвалидность впервые. Решение об этом будет приниматься по результатам обследований за последний год. И, что важно, заочно, без участия человека. Обновлять данные, снова проходить врачей, собирать дополнительные документы и справки будет не нужно. В марте этого года состоится визит в Якутию чрезвычайного и полномочного посла Индии в России. В состав делегации также войдут представители бизнес-компаний в области IT, фармацевтики, а также деятели культуры. Отметим, что Индия занимает 2-е место в структуре экспорта Якутии. В 2019 году он составил $585 миллионов США. Основными статьями экспорта являются технические ювелирные алмазы и бриллианты. Импорт представлен оборудованием и механическими устройствами, различными готовыми изделиями. Индийская сторона выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству в сферах инвестиций в угольную промышленность, размещение на территории республики производства керамической продукции, создание совместных предприятий по деревообработке. В октябре 2019 года представители нескольких промышленных предприятий Индии побывали
у нас в Нерюнгри, и представители индийских компаний выразили заинтересованность в развитии отношений с нашими угледобывающими компаниями. Хотели бы предложить организовать визит посла в Республику Якутию как раз вот для обсуждения всех тех отраслей, которые вы упомянули, в которых можно нам развивать сотрудничество. И также мы бы хотели по результату этого визита составить календарь сотрудничества на 2021 год. Российские дипломаты отмечают профессиональный праздник. Им в период пандемии пришлось организовывать рейсы для возвращения на родину россиян, не раз помогая тем, кто оказался в сложной ситуации. Прорабатывать гуманитарную помощь различным странам и наглядно демонстрировать, что даже самые острые вопросы при желании можно разрешить без очных встреч. Большинство праздничных мероприятий также пройдет в онлайн-формате, а число очных будет сведено к минимуму. Танцевальный ансамбль «Росинка» в Ленске отметил 35-летие. Самые старшие из участников коллектива выступают еще с 1985 года. Юбилейный концерт «Во власти танца» стал первым мероприятием после пандемии. В зале не было свободных мест. Юлия Золотарева продолжит. Отработать технику и повторить все движения перед концертом Татьяна Внукова – одна из первых, кто пришел в коллектив «Росинка». Началось все в 1985 году с танца снежинок на Новый год. Пришла ради любопытства и уже больше 30 лет не оставляет сцену. Но даже с опытом волнение на сцене не проходит. Чем старше, мне кажется, тем оно волнительнее, все это остро воспринимается, переживания эти всякие, ответственность за все, и за коллектив, и за себя, и за Наталью Викторовну, то, что за нас переживает всегда она. Сегодня в ансамбле танцует 89 человек. Самой юной участнице 3 года. В старшей группе есть и 65+. И на тех, и других сказалось длительное отсутствие репетиций. У некоторых почти напрочь пропала растяжка. Так вот. Ну ничего, постепенно вошли, но зато соскучились и занимались уже, прям я бы сказала, даже с большим рвением, чем до. Они дома занимались, некоторые мне видео отправляли, что они делают. А так, конечно, полгода сидели, это что-то. В прошлом году ансамбль отметил 35 лет. За это время участники успели освоить многие направления. Танцуют не только эстраду, но и современную хореографию – контемпорари, вок, дэнс-холл. Но их визитной карточкой остается первый танец снежинок. Этот концерт – один из первых после продолжительных ограничений из-за пандемии. По сцене и эмоциям соскучились не только танцоры, но и гости, которые пришли поздравить и поддержать их. У меня здесь, в этом коллективе, танцует моя племянница. Мне было приятно посмотреть, как они танцуют. Они вообще очень хорошие, очень красивые. Волновалась сегодня перед выступлением? Да. А почему? Потому что это мое первое выступление перед людьми. Конечно, рады. Все, мне кажется, рады родители за своих детей и вообще. Рад был вернуться сегодня на сцену? Ну да, рад. Выступал очень много раз, понравилось. Ну, если честно сказать, этот концерт для меня был таким, когда новый концерт, так радостный. Мне понравился. Богатый репертуар не удалось показать в рамках одного концерта. 14 февраля состоится его вторая часть. Танцы разбавят лазерным шоу. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». И напротив, пустые трибуны, социальная дистанция и обязательное ношение масок. Руководство Республиканской спортивной школы по зимним видам спорта разъяснило, в каком формате будут проходить сборы на соревнования среди детских сборных. О нынешней работе и грядущих соревнованиях сюжет Светланы Неустроевой. Долгое время юные спортсмены были вынуждены тренироваться в режиме онлайн. Разумеется, подобные ограничения не могли не сказаться на форме хоккеистов, признаются тренеры. Но даже так полярные волки выйдут на лед в грядущих состязаниях. Ну, сейчас мы только подходим к оптимальным формам прошлого года. Сложно говорить сейчас пока о победах, но мы будем стараться попасть в призовые места, потому что сейчас идет отборочный тур. Сейчас мы в Благовещенске сыграем два круга. Вот. По итогам мы должны попасть в финал в Хабаровске, где будет тоже финал проходить. То есть задача занимать минимум призовые места, то есть 3-е, 2-е, 1-е место.
К будущим соревнованиям готовятся и фигуристы, которые также многое упустили за время пандемии. На носу у спортсменов соревнования в Якутске, а также сборы в Сербии. Конечно, наши дети потеряли форму, потому что без льда фигурист, это ничего. Мы потеряли всю форму, которая была у наших деток. Сейчас, когда нам разрешили заниматься в обычном режиме, мы полностью восстанавливаем форму. Процесс, конечно, длительный. Сколько месяцев мы пропустили, чтобы набрать былую форму, нам понадобится столько же месяцев на восстановление. А чтобы прибавить, это еще столько же. Но дети занимаются с большим удовольствием, все очень соскучились по тренировку, по нашему любимому льду. Конечно, все мы занимаемся на полную катушку. А тем временем недавним указом главы республики была разрешена работа уличных катков. Не отстает от них и Ледовый дворец. Руководство Элейботур готовится к скорому открытию. На днях мы получили письмо Роспотребнадзора, в котором сказано, что они не возражают об открытии Ледового дворца после 15 февраля. Так что после этой даты, я думаю, что получим официальное разрешение и будем уже открываться к выходным. Вообще проходная способность 250. Планируем половину запустить, 120-100 человек, так. В этом году Ледовому дворцу исполняется уже 25 лет. Однако впервые за всю историю спорткомплекса долгое время его коридоры пустовали. Теперь надеемся, что уже очень скоро наши спортсмены снова начнут радовать нас победами. Саргаланна Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. К этой минуте у нас все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.